Вместо кухни и плиты – школьный класс и лектор. Курсы повышения квалификации для работников школьных столовых начинают с теории. Прежде чем приступить к мастер-классам, необходимо разобрать во всех деталях новые стандарты и требования к качеству продуктов, правила раздачи, сроки и условия хранения блюд и множество других нюансов. Вся программа состоит, это техника безопасности на рабочем месте, охрана труда, составление меню, технологических карт. Необходимость в курсах повышения профессиональных навыков школьных поваров появилась в связи с законом о горячем питании, который вступил в силу с 1 сентября этого года. Документ официально закрепил понятие «здоровое питание» и его принципы при организации детского питания. Согласно новым требованиям, школы также должны учитывать состояние здоровья каждого ребенка при составлении меню. Питание детей должно быть сбалансированным, рациональным. Должны быть обязательно в детском питании должны салаты, бутерброды. Оно должно быть сбалансированным. Это восполнение организма новыми клетками, энергией. Ася Дудургова работает в сфере общественного питания более 30 лет. 15 из них женщина проработала в 4-й школе Карабулака, где и трудится по сей день. Новые правила, считает повар, пойдут только на пользу ребятам и улучшат качество работы пищеблоков в учебных заведениях. Естественно, когда родители сдавали деньги, были такие недоразумения, что-то их устраивало, что-то их не устраивало. Мы старались, но, конечно, сейчас изменилось в лучшую сторону. У нас меню, нам Минобразование выдает меню на 10 дней. У меня 5-дневка, у некоторых 6-дневка. Утром у нас бывают молочные каши, хлеб, масло, сыр, чай. На завтрак бывает. Чередуем. Один день яйцо с сыром. Вот это вот бывает чередование. А так ежедневно у нас идет, в обед идет, чередуем мы как рыба, мясо, курица, паштеты. Рацион школьников прежде всего должен состоять из здоровой сбалансированной пищи, восполнять дневную норму белков, жиров и углеводов. Чтобы соблюсти все пропорции, на помощь поварам приходит технологическая карта приготовления блюд, работу с которой изучают на профессиональных курсах. Технологическая карта, вот эти меню, бракераж, вот это что мы же до сих пор же у нас были же буфеты. Теоретическая часть обучения на сегодня завершена. Следующий урок – практика. По итогам обучения работники сдадут демонстративный экзамен, на котором покажут свои умения на практике. Амина Бокова, Магомед Белакеев, Новости 24.